Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Далеко не туристический визит. Глава МЧС Александр Куренков проверил готовность якутских спасателей. От Дальнего Востока до Грузии в Якутии стартовал конкурс высокой моды «Этно-Эрата». Все флаги в гости к нам. В Якутск прилетела делегация Олимпийского комитета России. Саха-Татар-фильм или новое сотрудничество. В столице республики состоялся круглый стол «Региональный кинематограф. Точки роста». Пожалуй, один из главных турниров на территории России. Наши коллеги расскажут о том, как проходит 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу. Ограничение на заправку на необорудованных авиаплощадках установлено Федеральной службой воздушного транспорта. В данное время вертолетам приходится возвращаться на большие аэродромы, чтобы заправиться. Это влияет на оперативность реагирования и замедляет процесс тушения пожаров. С таким предложением глава региона Айсен Николаев выступил на координационном совещании по прохождению пожароопасного сезона и ликвидации последствий природных стихийных бедствий. Глава региона предложил рассмотреть вопрос внесения изменений в руководство по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях гражданской авиации Российской Федерации. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Росавиации. Сегодня глава МЧС России Александр Куренков проверил в Якутии готовность местных спасательных формирований, в частности аэромобильных подразделений. Это второй день его рабочей поездки по регионам России. Министр посетил специализированную пожарно-спасательную часть на Вилюйском тракте, которую открыли в апреле прошлого года. Проверил укомплектованность подразделений личным составом, техникой и оборудованием. Эти формирования, согласно штатному расписанию, должны быть способны в течение 10 дней автономно выполнять задачи в зоне любой чрезвычайной ситуации. В специализированной пожарно-спасательной части в Якутске глава МЧС вручил личному составу ведомственные награды и сертификаты на 5 пожарных автоцистерн. Теперь таких машин в Якутии стало 11. Напомним, что это первый визит Александра Куренкова в республику в качестве главы федерального ведомства. По информации оперативного штаба по тушению лесных пожаров, в ряде районов ситуация стабильная. Пожары находятся под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на данный момент нет. Напомним, заседание Федерального штаба по пожаротушению проходило на территории республики. Как отметили руководители Федерального агентства лесного хозяйства, в ближайшее время начнется пик пожароопасного сезона. Входим в пик лесопожарного сезона. Ближайшие 2-3 недели будут ключевыми для развития лесопожарной ситуации. Поэтому мы обратили внимание всех регионов России на необходимость максимального быстрого обнаружения и реагирования на все лесные пожары. Недопустимо их замалчивать, недопустимо откладывать в дальний ящик. Любой пожар должен быть очень быстро обнаружен, и не менее быстро должна быть организована работа по его тушению. Третий день продолжаются поиски пропавшего 21 июня в Кобяйском районе самолета Ан-2. Сегодня работает авиация МЧС России и полярных авиалиний. Отмечается, что исследовано уже порядка 7000 квадратных километров. Поиски осложняются горным рельефом местности. Напомним, 21 июня частный самолет Ан-2, принадлежащий ООО «Техсервис», вылетел с посадочной площадки Усть-Хатын до площадки Вертикальной в Кобяйском районе, но не прибыл к расчетному времени. На борту судна находились 3 человека, 2 члена экипажа и 1 пассажир, а также сопровождающий груз. Правительство России утвердило план 5-летнего дорожного строительства. В него вошло возведение Ленского моста в Якутии. На эту цель федеральный бюджет выделит около 17 миллиардов рублей, республиканский – 9. Всего в российский план по строительству, реконструкции и ремонту дорог, рассчитанный на 2023-2027 годы, вошли более 250 мероприятий. В целом, данная кампания позволит улучшить состояние более 100 тысяч километров дорог по всей стране. Обновление дорожной сети повысит качество жизни миллионов людей, которые смогут комфортно путешествовать по России.
Вызовы и угрозы современного мира с точки зрения народонаселения, меры демографической поддержки, их полнота и эффективность, создание системы устойчивого поддержания социального благополучия семьи и другие вопросы в фокусе обсуждения 7-й Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Участники обмениваются лучшими практиками, направленными на повышение рождаемости, поддержание социального благополучия семьи, снижение смертности, повышение миграционной привлекательности регионов. Так, в ходе конференции было отмечено, что Якутия обладает лучшими практиками в вопросах демографического развития, находясь в самых суровых условиях на Дальнем Востоке, тем не менее демонстрируя устойчивый прирост населения. В Якутии планируют сократить количество документов для получения жилья по социальному найму. Это повысит доступность государственных и муниципальных услуг в регионе. Теперь вместо справки о составе семьи достаточно будет предоставить сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. При этом указанные документы органы власти запросят у профильных ведомств самостоятельно. С 23 по 26 июня в Якутске проходит первый в республике форум соотечественников. Миссия мероприятия – объединение якутян во всем мире, а также продвижение интересов республики. В рамках форума будут организованы творческие проекты, выставка книг и фотоматериалов «Народная дипломатия объединяет страны и континенты», а также языковой видеофлешмоб «Соотечественники читают Кулаковского». Помимо этого, гости форума посетят национальный праздник Эсэх-Тоймады, посвященный столетнему юбилею образования якутской автономии. Отмечу, что на мероприятие съехались активисты и представители якутской диаспоры из 8 регионов России и 17 стран. Сербия относится к России исключительно доброжелательно и считает Россию самым большим другом своим. Отрадно отметить, что наш первый ИГХ в Европе, как мы называем, он прошел при помощи финансовой поддержки правительства Сербии, при помощи местных жителей, и это уже, само собой, говорит о многом. В Якутии продолжается 4-й международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо. На фестиваль прибыло 36 участников из разных стран. Открыли события во время празднования Эсэха Аланхо в Верхневилюйске. В эти дни на всех культурных площадках города проводят различные концерты, мастер-классы и представления. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы посетить мероприятие и окунуться в мир культуры разных народов. Очень большой фестиваль, удивительный фестиваль. Задействовано огромное количество людей. На одной площадке, мне кажется, где-то больше 1000 человек участвуют. А еще здесь очень хорошие люди, очень добрые люди. Я очень счастлива здесь присутствовать и очень благодарна Наталье за то, что она меня пригласила. Более того, в Якутске начал работу первый конгресс национальных театров. Всего в конгрессе примут участие представители 32 национальных театров, 5 из которых представят нашу республику. Задача конгресса – объединить все национальные театры страны, помочь им в сохранении своей самобытности, рассмотреть возможные варианты совместных работ, постановок и обменных гастролей. Также в рамках конгресса зрителей ждут постановки Александринского театра, гала-концерт Татарского театра оперы и балета, а также площадной спектакль «Куданса Великий» в постановке Андрея Борисова. Это мероприятие государственного масштаба в общем. Потому что не только потому, что впервые происходит Конгресс национальных театров России, а потому что впервые за многие годы национальные театры России объединились в желании утвердить свое искусство, иметь общую платформу, консолидировать свои усилия театральные, организационные, эстетические. И, конечно, это государственное событие. Причем Конгресс театров не единственное мероприятие. 21-й Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этноэрата» стартовал в Якутске. Мероприятие проходит в рамках Года культурного наследия народов России и столетия образования Якутии. Масштабный проект зарекомендовал себя как уникальное событие в мире моды. Подробности смотрите далее. От Дальнего Востока до Грузии, от Казахстана до Уфы конкурс высокой моды «Этноэрата» объединил лучших модельеров из разных регионов и стран. По словам автора проекта Раушан Конопьяновой, у Якутии есть потенциал стать центром этномоды не только в России, но и в мире.
обсуждаем тему о том, что по итогам этого конкурса выйти с предложением, чтобы на якутской земле был создан, ну, пока условное название, Международный центр этномоды. С открытием гостей и участников мероприятия поздравил глава Якутии Айсен Николаев. В своем приветствии руководитель региона отметил, этноэрата по праву стал одним из визитных карточек этнокультурной жизни России и творческой площадкой диалога культур, а также школой профессионального роста. Высокохудожественные экспонаты, которые станут победителями и лауреатами Евразийского конкурса, смогут получить предложение о выкупе коллекции для галереи «Семях». У нас в этом году правительством принято решение, что наши музейные комплексы и галереи «Семях» имеем небольшие средства государственные для того, чтобы оставить другим новым поколениям, которые к нам приходят, те ценности, которые сегодня созданы народными мастерами нашей республики, народными мастерами, которые будут участвовать в этом конкурсе. В едином пространстве обмениваются опытом молодые профессиональные дизайнеры, художники-модельеры, народные мастера. В этом году лучших из лучших определят по 9 номинациям. Мы приехали из Республики Тыва с коллекцией дизайнера Андрея Неверицкого, заслуженного деятеля искусств Республики Тыва, и руководителя театра моды и костюма «Онкум» с названием «Кайгал», что означает «смелый и удалой». Организаторы уверены, что конкурс национального костюма «Этноэрата» откроет новые имена в мире моды и подарит жителям республики незабываемые впечатления. Также 24 июня состоится гала-концерт победителей в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Светлана Амосова, Григорий Николаев, Якутск. Развитие регионального кино и двустороннее соглашение. Кинокомпании «Саха-фильм» и «Татар-кино» подписали соглашение о сотрудничестве в области кинематографа. Об этом заявили участники круглого стола в рамках мероприятия Дней Татарстана в Якутии. Со стороны татарстанских деятелей кинематографа поступило предложение о создании каталога оригинального кино. Это сайт, где будут представлены сведения о том, в каких регионах какое кино снимается, для того, чтобы люди, которые интересуются региональными фильмами, могли получать всю необходимую информацию. Отметим, что зрители нашей республики, в свою очередь, достаточно тепло приняли татарские кинокартины. Где мы как раз будем обсуждать развитие регионального кино. Куда нам дальше двигаться, что нам делать, потому что сейчас, мне кажется, есть уникальный шанс для регионального кино выйти в более широкий прокат по стране, изучать друг друга, потому что нам очень интересен контент из других регионов, из национальных республик, из регионов, где вообще снимается, создается кино. Самое главное за этим круглым столом, чтобы мы начали понимать друг друга, скажем, юридически, что ли, чтобы были предложения такие, чтобы это было взаимно выгодно всем. Вот, я знаю, что вот Татар-кино, Саха, Якутия фильм хотят принять соглашение. Показы татарских кинолент продолжаются сегодня в кинотеатре «Лена». Напомним, в прошлом году в столице Республики Татарстан проходили дни якутского кино «Легенды земли Аланхо», на которых Якутия представила казанцам 6 фильмов. В Якутию татарские киноделы привезли 4 лучших фильма: «Апипа», «Живы ли вы», «Асанна» и «Мы. Дети 41-го года». Как отмечает директор кинокомпании «Татар-кино» Миляу Шайтуганова, с якутскими кинематографистами Татарстан дружит уже давно и развивает другие проекты, помогающие продвижению кинолент в республиках. Сейчас у нас есть хорошая идея, на мой взгляд, это создать такой электронный каталог, базу фильмов 3 республик – Якутии, Татарстана и Башкортостана, чтобы предлагать эти региональные фильмы дистрибьюторам. И мы сошлись на мнении, что когда есть такой дефицит контента в кинотеатрах, именно региональное кино сейчас может занять место вот этих голливудских картин. Ну, во всяком случае, мы надеемся, что картины региональных кинематографистов заинтересуют зрителей. Одна из активных программ занятости – содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных и незанятых граждан. Сегодня Центр занятости населения оказывает широкий спектр услуг для тех, кто ищет работу, хочет сменить профессию или открыть собственный бизнес. Наши нерюнгринские коллеги расскажут подробнее. Алексей Шаповалов увлекается сноубордингом и горнолыжным спортом более 16 лет. Постепенно любимое дело переросло в профессию. Так и появилась идея развить сферу обслуживания горнолыжного оборудования и дать новый толчок для развития этого вида спорта. Вообще я инструктор по сноубордингу. Также работал на ГСК «Газпром»,
который находится на Красной Поляне. Там был я и в службе трасс работал, также работал в службе проката. Прекрасно имею понимание то, как это все работает, как надо предоставлять оборудование, как его надо подбирать. Все эти моменты ознакомлен на уровне таких показательных горнолыжных курортов, как Роза Хутор. Первый шаг к началу осуществления предпринимательской деятельности – это обращение с заявлением в Центр занятости населения. Если человек уже выбрал направление, здесь помогут составить бизнес-план и собрать пакет необходимых документов. Если вы желаете сменить сферу деятельности, вы можете обратиться к специалистам Центра занятости. И они перенаправят вас на специальные курсы для приобретения необходимых знаний и навыков. И уже после получения профессионального дополнительного образования вам будет оказана единовременная финансовая помощь для организации деятельности. В этом году единовременную финансовую помощь можно получить при постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, оформившись как самозанятый. В этом году финансовая помощь была оказана на создание риэлторского агентства, оказание транспортных услуг, оказание бухгалтерских услуг, производство спортивной одежды, пошив национальных костюмов, оказание косметических услуг, производство кондитерских изделий, физкультурную деятельность. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки как для начинающих, так и для уже работающих предпринимателей. Главное – выбрать направление деятельности в соответствии со своими компетенциями и реализовать свою мечту о семейном деле или личном бизнесе. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске прошел мастер-класс Эмилии Леонгард «Легенды инклюзивной педагогики» для сотрудников Республиканской школы для неслышащих. Мероприятие состоялось в рамках 3-й международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование. Путь к успеху». Так, по словам Эмилии Леонгард, главной задачей мастер-класса было помочь педагогам выйти за рамки шаблонов в общении с воспитанниками, наладить живую связь между педагогом и ребенком, научить детей самостоятельному мышлению. При этом, по словам мэтра, сегодня проблема инклюзивного образования не только в специализированных, но и в общеобразовательных учреждениях по-прежнему актуальна. Пока что эта проблема у нас в России не решена. Очень много препятствий, очень много трудностей. И неготовность массовой школы, неготовность специалистов разных нозологий, не только глухим, по глухим, это нелегко. Потому что у нас очень много лет было все-таки специальное, сугубо специальное образование. Угадай мелодию, назови игрушку, перетяни канат. Эти и многие другие потехи ожидали воспитанников алданских детских площадок в Театре юного зрителя. Школьники не в первый раз приходят в гости в ТЮЗ, и посещение театра вновь стало незабываемым. Вместе с детьми к забавам присоединились и наши корреспонденты. Юные алданцы знают не только модную музыку, популярные игры и современные игрушки. Силы и ловкости мальчишкам и девчонкам также не занимать. Свои таланты ребята, посещающие детские оздоровительные площадки, продемонстрировали в Театре юного зрителя. Посещение ТЮЗа предусмотрено программой работы лагерей дневного пребывания. В течение первого месяца лета к волшебству театра прикоснулись все воспитанники площадок. У нас на каждую площадку было запланировано 3 мероприятия. Это 2 спектакля: премьерный «Кошкин дом» и «Куда уходит солнце». И вот сегодня игровая программа «Здравствуй, лето» с конкурсами, играми, сладкими призами. 3 полноценных часовых работы мы представили детям очень хорошего качества, формата. В этот раз Театр юного зрителя принял ребят 2 площадок – спортивной школы и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники ТЮЗа подготовили для своих маленьких гостей захватывающую программу. В холле театра детвора освоилась быстро. В стороне от забав и развлечений не остался никто. Вообще, да, мы очень благодарны ТЮЗу за то, что они приглашают нас всегда на свои мероприятия, на спектакли и в течение года. И вот сейчас на площадке уже посетили спектакль. Сегодня у нас игровая программа, дети все радостные, веселые, играют, очень счастливые. И 1 июля опять будет спектакль «Кошкин дом», мы опять приглашены, обязательно посетим. В период летних каникул Театр юного зрителя остается одним из наиболее посещаемых школьниками мест. А осенью, со стартом нового сезона, многие ребята вновь придут в ТЮЗ, чтобы постичь искусство театра.
Да, очень много после именно летнего сезона. Очень много идет записи в кружки и студии. Очень многие приводят вслед потом родителей. Вот у нас летняя площадка и новогодние мероприятия, когда дети идут организованно открывать для себя театр и потом остаются с нами. Ребята с одинаковым удовольствием принимали участие как в подвижных играх, так и в интеллектуальных викторинах. В забавах время промчалось незаметно и как-то слишком быстро, а гости совсем не устали. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Поговорим и о спорте. В Якутск прибыли представители Олимпийского комитета России и Международного комитета игр «Дети Азии». Они посетят Исэх Туймады, зажжение огня международных спортивных игр. Также гости приехали, чтобы увидеть чемпионат мира по масс-рестлингу. Вице-президент Международного комитета игр «Дети Азии» Азат Мурадов отметил, что соревнования были отменены дважды из-за пандемии. Но в этот раз мероприятие должно пройти в плановом порядке. Сообщается, что в играх «Дети Азии» примут участие 42 страны. Мы приехали сюда по очень серьезным мероприятиям. Это и празднование национального праздника Якутии. Также мы будем участвовать в зажжении огня 7-х игр «Дети Азии» и примем участие на открытии чемпионата мира по масс-рестлингу. В Якутске завершился первый соревновательный день 4-го чемпионата мира по масс-рестлингу. Сегодня днем определились финалисты и те, кто будет бороться за золото чемпионата, а вечером состоялись решающие схватки. Первое золото в копилку сборной России принесла Ирина Севрюк. Кто еще порадовал якутских болельщиков и поклонников масс-рестлинга, смотрите в сюжете Александра Хавренко. О том, что это такое, знают на всех континентах Земли. В 52 странах развивается наш национальный вид спорта масс-рестлинг. И в этом году чемпионат мира наконец-то вернулся в нашу родную республику. И чтобы вы понимали, что такое масс-рестлинг и какие здесь происходят страсти, это то, что осталось от палки в финале тяжеловесов. Страсти на помосте действительно разгорались нешуточные. Несмотря на то, что редкий поединок длится больше минуты, в эти считанные секунды спортсмены показали все, к чему готовились долгие месяцы. Первое золото в копилку сборной России принесла Ирина Севрюк, чемпионка мира 2018 года. Ира взяла небольшой перерыв в спорте, триумфально вернулась на помост в новом для себя весе. На самом деле каждого соперника я уважаю и не недооцениваю, не переоцениваю. То есть смотрю адекватно на всю ситуацию и делаю все возможное, что от меня зависит. Я соскучилась по этим эмоциям, по драйву. В жизни не хватало этого экстрима, то есть я решила вернуться. Но уже дебютировала в новой категории 75 килограмм. И не жалею. На этом чемпионате выступает много спортсменов с африканского континента. Некоторые спортсменов – студенты российских вузов, которые всего лишь год назад узнали о масс-рестлинге, а сегодня уже примеряют медали чемпионата мира. Сейчас я уже очень хорошо себя чувствую, потому что вот я выиграл. Это то, что мы хотели. Очень интересно, такой чемпионат, это у меня первый раз. Вот. Я хочу, чтобы вот на следующем году буду еще вот участвовать и выиграть. Но будет на первом месте. Одними из самых зрелищных и азартных получились схватки тяжеловесов, особенно опытных противников, которые не раз уже сходились на помосте. В этих схватках спортсмены не жалеют ни себя, ни инвентарь. В борьбе за первое место в категории до 125 килограммов спортсмены сломали аж 2 палки. Настолько у обоих было желание победить. Но в итоге золотая медаль досталась россиянину Дмитрию Попову. Конечно, все соперники развиваются, развитие идет очень сильно в масс-рестлинге. Но это радует, масс-рестлинг развивается, выходит на новый уровень. Завтра нас ждет второй день схваток и второй вечер финалов. А это значит еще больше эмоций, переживаний и радости от побед наших спортсменов. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.